Здравствуйте. В эфире информационная программа «Алатов», в студии Мирбек Молдакунов и Светлана Акматалиева. В ближайшие 40 минут мы вам расскажем о наиболее заметных событиях уходящего дня. И вначале коротко главное. Преступление и наказание. Секретарь Совета Безопасности Дамир Сагынбаев рассказал о проделанной работе и принимаемых мерах по противодействию коррупции и заверил, что каждый чиновник, совершивший преступление, будет наказан по закону. Игра, наркотик, азарт, игла. ГСБ продолжает выявлять подпольные казино. Почему запрет на игорный бизнес не мешает хозяевам подпольных клубов вести противозаконную деятельность? Премьер-министр Мухаммед-Калый Абылгазиев прибыл в город Душанбе для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. Отсканированы и записаны на диск. Ответы участников общереспубликанского тестирования. Диск помещен в специальную ячейку в банке. В честь 60-летия КТРК. Непрерывное исполнение эпоса «Мамас» на протяжении 4 часов. В эти минуты на площади Алату около 150 монасчиц со всей республики сказывают эпос «Мамас». Каждый чиновник, совершивший преступление, будет наказан по закону, отметил секретарь Совета Безопасности Дамир Сагынбаев, информируя о проделанной работе и принимаемых мерах по противодействию коррупции в рамках реализации решения Совета Безопасности от 8 февраля этого года. На стадии реализации 45 мероприятий, большинство из которых направлено на искоренение коррупции. По словам Сагынбаева, ГКНБ и ГСБЭП предоставили в Генпрокуратуру перечень уголовных дел, которые были приостановлены за последние годы. Эти дела расследует рабочая группа. Также глава Совбеза отметил, что декларации гос- и муниципальных служащих будут проверяться тщательно. 8 февраля этого года на заседании Совета Безопасности президент заверил, что будет лично контролировать борьбу с коррупцией. Начнутся антикоррупционные реформы с судебных, надзорных и правоохранительных органов, которые сами погрязли в коррупции, отметил президент. Также глава государства подчеркнул, что доходы и расходы чиновников будут проверяться тщательно. Представителям соответствующих органов президент поставил конкретные задачи и сроки для их выполнения. Ачуу чындыкка көңүл бурушубуз керек. Өлкөдөгү коррупция менен күрөш жалпы улуттук мүнөзгө ээ болуш керек. Коррупцияга каршы күрөш укук коргоо органдары менен эле чектелип калбайт. Күрөштү бардык чөйрөдө бийликтин жогорку эшелондорунан тартып, ар бир айыл өкмөтүнө чейин жүргүзөбүз. Коомду коррупция деген илдеттен тазалашыбыз керек. Бул күрөштө эң башкы күч президенттин саясий эрки. Кыргыз элимдин жалпы жұртының алдында коррупция менен күрөшүү менин мамлекет башчысы катары ишимдеги эң приоритеттүү маселе деп мен айткам. Мындай саясий эрк менде бар, мен ал күрөшкө урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү мен даярмын. По уровню коррупции страна занимает лидирующие позиции. Чтобы искоренить это зло, нужен системный подход. В этом направлении акценты президентом страны расставлены правильно, считают эксперты. Вы знаете, они объективно и практически реализуемы. Почему? Потому что 8 февраля заседание, ее основанием для проведения этого заседания президентом явилось то, что в ходе предвыборной кампании большое количество избирателей именно просили президента, чтобы он в случае победы, избрания президентом обратил внимание на борьбу с коррупцией. И не просто так вот превращать ее в компанейшину, а именно глубокую, объективную, всестороннюю проверку сделать. Будет жестче фиксироваться доходы и расходы чиновников. Механизм проверки уже разработан. Первым делом будут проверены декларации судов и представителей правоохранительных органов. Если госслужащий с зарплатой около 30 тысяч сомов не сможет объяснить финансовый источник роскошного дома или машины, то понесет наказание. Каждый человек, занимающий государственную, муниципальную должность, будет нести ответственность за несвоевременную сдачу декларации. А с 1 января 2019 года вступает в действие новый уголовный кодекс, как я уже сказал, и там предусмотрена статья 323 «Незаконное обогащение». Хочу предупредить, что санкции данных статей достаточно высокие, и, соответственно, люди, которые думают о том, что они могут укрыть свои какие-то незаконно добытые средства, в любом случае понесут наказание.
Сроки лишения свободы за легализацию предусмотрено до 10 лет лишения свободы, за незаконное обогащение предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Каждый чиновник, совершивший преступление, будет наказан по закону. Коррупционные дела, приостановленные за последние несколько лет, будут возобновлены. Их перечень уже предоставлен в Генпрокуратуру. Дела расследует рабочая группа. По результатам изучения уголовных дел было отменено 410 постановлений о приостановлении уголовных дел и 41 постановление о прекращении уголовных дел. Уже возбуждено первое уголовное дело в отношении следователя финансовой полиции, который обвиняется в том, что незаконно привлек к уголовной ответственности, а также привлечены к уголовной ответственности 2 следователя органов национальной безопасности за то, что они необоснованно приостанавливали либо прекращали уголовные дела. Глава Совбеза привел несколько примеров. По необоснованным причинам было приостановлено уголовное дело по КАС «Минералс Бозымчак», возбужденное в 2017 году. Уголовное дело по нарушениям в работе Росинбанка приостанавливали дважды. Причины внезапного прекращения дел выясняются. После того, как был задержан топ-менеджер Бозымчак, другие компании, которые имеют в настоящее время задолженности перед соцфондом, перед налоговой службой, они уже стали рассматривать вопрос о том, что целесообразно все-таки возместить те ущербы, которые были причинены государству. И только за 3 дня 6 крупных компаний уже перечислили на республиканский бюджет налоговые недоимки на сумму более 33 миллионов сомов. Тщательно расследуются все материалы и по нашумевшим фактам по коррупционным схемам в реконструкции ТЭЦ продолжает работу следственная группа. Аудиторские проверки ведутся и по строительству ипподрома на Иссык-Куле. В поле зрения следствия и исторический музей. В настоящее время органами национальной безопасности расследуется 5 уголовных дел, связанных с модернизацией ТЭЦ. Выявляются определенные нарушения при строительстве ипподрома, а также при проведении всемирных игр кочевников. Насколько нам известно, было выделено на проведение всемирных игр кочевников более 1,5 миллиарда сомов. И в настоящее время проводятся все необходимые аудиторские проверки по историческому музею. Там тоже следует отметить, что общий вклад республиканского бюджета в проведение всех этих внутренних и внешних отделах, а также в части экспонатов, также превышает сумму более чем 1,5 миллиарда сомов. И в настоящее время со стороны счетной палаты, со стороны правоохранительных органов проводится дополнительная проверка. Задачи поставлены, план разработан, контроль ведется. Ресурсов и политической воли у государства достаточно, считают эксперты. Потому что и сейчас вроде как я наблюдаю, что по всем мероприятиям, которые сейчас проводятся, достаточно такое концентрированное, жесткое внимание к вопросам, связанным с коррупцией. И это внушает надежду, что достаточно быстро можно реализовать то, что запланировано. Если будет идти в этом ключе, то результаты будут быстрыми. Искоренение коррупции – задача реализуемая. Примером могут послужить опыт Сингапура, Грузии и Румынии. Тем более, что глава государства намерен сам контролировать и давать оценку проводимой работе. Бермет Курманбекова, Бактурсун Дюйшенбеков, Общественный, Первый канал. И, к слову, о коррупционных схемах в реконструкции Бишкекской ТЭЦ. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту модернизации объекта, предъявлено обвинение в коррупции Сапару Исакову. В отношении бывшего премьер-министра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Аяна Душикеева расскажет подробнее. Бывшего премьера Сапара Исакова на допрос в ГКНБ по делу о модернизации столичной ТЭЦ вызывали 3 раза. Последний раз 29 мая. Тогда-то и стало известно о том, что Исакову предъявили обвинение по статье «Коррупция». Установлено, что он в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента Кыргызской республики, при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкек», используя свое политическое положение путем совершения организованных, заранее запланированных действий, вместе с группой лиц пролоббировал интересы иностранной компании
при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время ведется следствие. Аварию на столичной ТЭЦ обсудили уже вдоль и поперек. Причем, по словам экспертов, дело-то даже не в самом сбое, а в модернизации теплоцентрали и нерациональном использовании кредита на эту самую модернизацию. Отчет Временной депутатской комиссии о расследовании причин произошедшего и модернизации ТЭЦ слушали и обсуждали в парламенте 3 раза. Для ответа на многочисленные вопросы на заседания также были приглашены бывшие премьеры и чиновники энергоотрасли. Нардеп и общественность были в шоке от стоимости работ и оборудований, чего только стоят одни плоскогубцы стоимостью в несколько сотен долларов. Рыночная цена этих инструментов не сотни долларов, а 2500 сомов. Спрашивали у бывших премьеров и о том, кто начал переговоры с китайским Эксимбанком. О ТО проекта говорили депутаты и о возможной аффилированности китайской компании с кыргызскими чиновниками. Кому принадлежала эта инициатива? Почему в сжатые сроки в спешке без ТО подписывали контракт? С председателями китайской компании Сапар Исаков встречался 15 раз. Почему представители ТБА были на приеме не у президента или премьер-министра, а именно у Исакова, когда тот был зав. Отделом внешней политики? Тогда депутаты предложили рассмотреть ответственность бывшего премьера Сапара Исакова и экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калеева. А вот как прокомментировал обвинение в коррупции Исаков сразу после допроса в Комитете нацбезопасности. Ну что я скажу? Слушайте, это моим возмущением нет предела, понимаете? Конечно, сейчас мы с адвокатами будем очень тесно работать, будем доказывать свою невиновность, но я скажу, что это полный беспредел. Полный беспредел. Я в шоке от всего того, что сейчас происходит. Для Исакова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Аяна Дюшикеева, Азамат Кадыртоктоев, Общественный, Первый канал. Выявлены факты коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции исторического музея и строительстве ипподрома на Иссык-Куле вызвали широкий резонанс в обществе. На заседании Чугурку-Кенеша генпрокурор Откурбек Джамшитов заверил, что все громкие дела по коррупции будут доведены до конца. Депутаты поставили перед главой надзорного органа задачи по ужесточению контроля над выявлением серых схем. Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, который работает в должности всего 2 месяца, отчитался о состоянии законности по итогам прошлого года. Однако вопросы главе надзорного органа касались и последних резонансных дел. Общественность ждет от вас многого, слишком много громких дел. Ситуация вокруг ТЭЦ, исторического музея и ипподрома в Чолпонате. Когда будут даны все ответы, кто виноват и как будет наказан. Все дела будут доведены до конца. Виновные будут выявлены и наказаны. Но необходимо тщательное расследование. В связи с коррупционными делами депутаты просили взять освоение кредитов под особый контроль. Столько дел возбуждается по коррупции, почти все связаны с кредитными деньгами. Будете ли вы отныне более жестко проверять освоение кредитных средств, чтобы не допустить разворовывания? По данным генпрокурора, в список самых коррумпированных ведомств входят МВД, Минтранс, Госэкотехинспекция, Госстрой, Минобразование и Минздрав. Бескомпромиссная борьба с коррупцией в этих других структурах объявлена на заседании Совбеза 8 февраля, поэтому на Генпрокуратуру возложена большая ответственность, напомнили нардепы. Вы выявили коррупционные схемы на многие миллионы сомов. Это все хорошо. Общественность довольна, что лед тронулся. Но когда будут итоги возбужденных дел? Задержано 5 сотрудников налоговой службы, 3 бизнесмена, 2 гражданина Китая. Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.
Нардепы интересовались также судьбой дела по предприятию «Казминералс», незаконной продажи земель на окраине столицы, серыми схемами сотрудников таможни, строительством дорог и другими вопросами. Все дела под надзором Генпрокуратуры, сообщил Откурбек Джамшитов. Работу Джамшитова парламент принял к сведению, а работы экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой за прошлый год признал неудовлетворительной. Зарима Мусаева, Калугул Асамбаев, Аскар Уланулу, Общественный, Первый канал. Между Счетной палатой, прокуратурой и правоохранительными органами подписано соглашение о взаимодействии. Документы направлены на оптимизацию взаимодействия органов с учетом требований и задач по борьбе с коррупцией, поставленных президентом, а также комплекса мер по реформе системы правоохранительных органов и решений координационного совещания по вопросам противодействия коррупции. Такое взаимодействие позволит исключить дублирующие и необоснованные проверки, в частности, в органах местного самоуправления, а также усилит сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере. Только в этом месяце оперативными сотрудниками ГСБ были выявлены 2 подпольных казино. Такие заведения продолжают функционировать, несмотря на то, что подобная деятельность в Кыргызстане запрещена давно. А игроманы продолжают в казино проигрывать все свое имущество – дома, квартиры, машины и крупные суммы денег. Днем люди здесь закупают товары, а уже к вечеру подвал этого торгового центра на Ожском рынке превращается в казино. Здание совершенно непримечательное, но, как оказалось, именно в таких располагаются подпольные игровые заведения. Выявить это подпольное казино сотрудникам Финпола удалось поздно вечером 30 мая. Оно представляло собой небольшое помещение, где компактно умещались несколько компьютеров. В них-то и были установлены приложения для азартных игр. Игорная деятельность осуществлялась посредством компьютерной техники и интернета. Установлены определенные программы, где производятся ставки и подаются выигрыши. Было доставлено в здание УГСБ по городу Бишкек где-то 20 человек, которые находились в этом подвальном помещении. Ранее в мае оперативниками было выявлено еще одно казино. Это уже не просто помещение, а двухэтажное здание. Подполье выявили в районе ТЭЦ. Было обнаружено и изъято многочисленное игорное оборудование. Полностью оборудованный под казино. Имелись отдельные комнаты для отдельных персон, то есть VIP-комнаты имелись комнаты для игр покер, игры покер, для электронной рулетки. Пока пытались пробраться внутрь, наверное, у них было определенное время до нашего прибытия. Возможно, не исключено, что, возможно, была утечка информации, но когда мы прибыли, никого не было обнаружено, но были горячие блюда на тот момент, когда мы прибыли. За этот год сотрудники ГСБ выявили 6 подобных игорных заведений. Дела нескольких из них уже переданы в суд. Причем на деятельность подпольных казино в правоохранительные органы обращаются и сами кыргызстанцы. Чаще всего такие заведения регулярно меняют место дислокации. А возраст людей, страдающих игроманией, от 20 и выше, рассказали в Финполе. 2 уголовных дел направлены в суд. По остальным уголовным делам сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия. Содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр с использованием игорного оборудования. Значит, наказывается штрафом в размере 10 тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок до 1 или до 3 лет. Массово казино ушли в подполье после принятого в 2012-м закона о запрете игорной деятельности. Сотни таких заведений по всей стране продолжают функционировать, а кыргызстанцы и игроманы продолжают проигрывать все свое имущество. Аяна Дюшикеева, Азамат Кдыр-Токтоев, Общественный, Первый канал. Премьер Мухаммедкалы Абылгазиев прибыл в Душанбе для участия в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств. В аэропорту Абылгазиева встретил первый заместитель премьер-министра Таджикистана Саид Давлатали. Отметим, заседание пройдет 1 июня.
где главы правительств обсудят актуальные аспекты экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ и других направлениях сотрудничества. Сегодня же премьер Мухаммедкайлы Абылгазиев встретится с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, премьерами Казахстана Багаджаном Сагентаевым и Узбекистана Абдуллой Ариповым. За 2 года гарантийный фонд выдал 450 гарантий на 410 миллионов сомов, более 70% в регионах. Это один из финансовых инструментов, который необходим сельскому хозяйству. Ширин Асанакунова продолжит тему. Здесь шьют пиджаки, пальто и школьные костюмы. В неделю от 500 до 2000 единиц. На рынке это швейное производство 15 лет. 90% продукции уходит на экспорт. 1,5 года назад фабрика взяла в кредит под поручительство гарантийного фонда, чтобы увеличить объемы. Соответственно, были созданы новые рабочие места. Если до расширения здесь трудились 80 сотрудников, то сегодня обеспечены работой 250 человек. Сегодняшний день бизнес остро не хватает, оборотные средства, то есть залогов не хватает, и вот гарантийный фонд то, что нам надо. Гарантийный фонд не только помогает получить бизнесу деньги, но и разрабатывает стратегические проекты. Так был написан документ по созданию автомобильной промышленности. В этом году на линиях появятся до 15 автобусов кыргызского производства. Второе направление – это восстановление сельскохозяйственного машиностроения, производство тракторов и навесного оборудования к ним. Кыргызстану сейчас необходимо более 20 тысяч тракторов. Фермерских хозяйств в стране почти 300 тысяч. Открываются большие перспективы. Кстати, первый кыргызский трактор отправлен в Казахстан. Третье направление – сборка электромобилей. За 1,5 года созданы больше 20 экспортоориентированных проектов. Фонд содействовал созданию 15 новых предприятий по программе «Один район, одно предприятие». Они в разных регионах, например, в Качкорке есть сыр, производство, да? Сейчас будет кисломолочное производиться. В Бакамбаево есть цех по производству сока. На севере цех по производству сока, Жилин, компания Жилина. Да? В Сокулуке производство муки, переработка зерна, производство муки. Да? Значит, недавно, скоро будет запущена компания Аквамастер, которая будет производить макаронные изделия. Чистая прибыль фонда составила более 12 миллионов сомов. Скоро Нацбанк станет соучредителем фонда. При недостаточности залогового обеспечения это улучшит доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Ширина Снакунова, Нуркамиль Асанов, Общественный первый канал. Депутаты Бишкекского горкенеша поддержали идею освободить посольство КНР от арендной платы за почти 3,5 гектара земли на 49 лет, где расположено здание посольства Китая. В свою очередь, китайская сторона обещает Кыргызстану за свой счет построить новое здание посольства и жилой дом на участке в 25 соток в центре Пекина. Общая стоимость стройки обойдется в 9-10 миллионов долларов. Эскиз здания будет согласовываться с кыргызской стороной. Таким образом, обе страны не будут платить друг другу арендную плату. Напомню, с 2004 года посольство Кыргызстана в Китае платит 94 тысячи долларов за аренду офисов и квартир ежегодно. Киргизская сторона только выигрывает на сегодняшний день от этого договора, так как, помимо всего прочего, еще будут снижены расходы непосредственно самого Министерства иностранных дел на аренду помещений, где сейчас находится киргизское посольство в Пекине. Я хочу поблагодарить китайских своих коллег за понимание. Китайская сторона пошла навстречу. Было достигнуто соглашение, договоренность о том, что кыргызской стороне выделят земельный участок во 2-м дипломатическом районе. Это центр города. Я хочу отметить, что нашими соседями будут являться посольство Соединенных Штатов Америки. Также там расположена недалеко резиденция посла Японии, посольство Малайзии. Земельные участки под строительство и эксплуатацию газопровода Кыргызстан-Китай будут отведены во временное пользование на 35 лет, и только газопровод будет находиться в собственности проектной компании. Об этом сообщает Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. По соглашению между правительствами Китая и Кыргызстана, которое было подписано 11 сентября 2013 года, ветка Кыргызстан-Китай будет построена полностью за счет частных иностранных инвестиций в рамках строительства 4-й нитки
газопровода «Центральная Азия-Китай» по маршруту Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай проектной мощностью в 30 миллиардов кубометров в год. Протяженность по территории Кыргызстана составит 215 километров. Земельные участки предоставляются в соответствии с законодательством и никак не могут быть переданы в собственность иностранной компании. Газопровод будет проложен под землей и не будет делить территорию Алайского и Чуналайского районов. По окончании строительства проектная компания обеспечит рекультивацию земельных участков для дальнейшего использования, а охрану газопровода будут обеспечивать соответствующие государственные органы или частные организации. Этот газопровод является очень необходимым проектом для Киргизии, потому что наконец-то мы становимся из страны тупиковой в плане транспортной доступности, становимся страной транзитером. То есть это первый подобного рода проект, который реализуется за счет инвестиций иностранных компаний, не за счет инвестиций государства. Надо понимать, что в этом проекте 80% участия будет киргизского. То есть будут киргизские подрядчики, будут заняты киргизские граждане. Кроме того, будут не просто киргизские граждане на уровне разнорабочих, а будут высококвалифицированные кадры, которые затем останутся в республике и могут реализовывать подобные проекты. Китай является одним из крупных партнеров Кыргызстана в торгово-экономическом отношении. Вклад частных инвестиций китайских компаний и фирм в экономику нашей страны растет с каждым годом. К примеру, созданные в городе Ош совместные предприятия уже вошли в список крупных городских налогоплательщиков. Сам город является побратимом 5 китайских городов, рассказывает Гульбара Кинжиева. Нуржан Мадраимова работает на заводе по сбору бытовой техники со дня его открытия. Если раньше, как примерная хозяйка, она знала только, как запустить стиральную машину, то теперь прекрасно разбирается в устройстве данного агрегата. Его сборкой она занимается уже 4-й год. Условия у нас хорошие, зарплата тоже. Главное, мы работаем у себя на родине, рядом с детьми, семьей. На сегодня здесь работают 60 человек, более половины из них женщины. В месяц они собирают до 8 тысяч стиральных машин. Кыргызско-китайское совместное предприятие, выпускающее стиральные машины, уже успело завоевать не только местный рынок, но и рынки соседних стран – Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. В связи с открытием кыргызско-узбекской границы объемы производства увеличились почти вдвое. Это совместное предприятие, выгодный для обеих стран проект. Мы нашли благодатную почву для своих инвестиций. Город Ош получил новые рабочие места и дополнительные налоги в казну. Это предприятие не единично. По информации мэрии города Ош, за последние 4 года приток китайских инвестиций вырос в несколько раз. У нас уже на сегодня построено несколько предприятий. Это по производству арматуры, по производству гипсокартонов, по сборке телевизоров и стиральных машин. Я думаю, что они ежегодно оплачивают большие налоги. Каждое предприятие в пределах до 20-30 миллионов сумм. Помимо экономических программ, есть и социальные. А это уже грантовый проект, реализуемый в городе Ош на основе кыргызско-китайского межгосударственного соглашения. Это многопрофильная современная больница, рассчитанная на 150 коек. Цена проекта – 25 миллионов долларов. Под медицинское учреждение местные власти выделили 1 гектар земли в одном из молодых городских микрорайонов. Больница состоит из 3 блоков – стационар, поликлиника и здание администрации. Все оборудование для нее предоставит инвестор. Больница будет достаточно современной медицинской техникой. Вплоть даже в составе это будет скорая помощь, техника будет обеспечена. Уже привезли, в данный момент уже здесь стоит больница. Будет обучаться персонал для работы на этих современном оборудовании. Перспективные планы сотрудничества тоже есть. Уже подписан договор с китайской компанией на 100 миллионов юаней. Средства будут направлены на ремонт городских дорог. Гульбара Кинжиева, Акжолай Башев, Общественный первый канал, Ош. Ответы участников общереспубликанского тестирования отсканированы и записаны на диск, а диск помещен в специальную ячейку в банке. Об этом сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения. Если возникнут спорные ситуации, то организаторы ОРТ смогут предоставить доказательства того, что ответы были именно такими. Следующая процедура – проверка тестов. Результаты школьники обычно получают вместе с аттестатом. В этом году ОРТ сдали 45 607 выпускников.
Другим темам. 31 мая – Всемирный день без табака. Дата была учреждена Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1987 году. Ассамблея призвала всех курильщиков попытаться хотя бы на один день отказаться от вредной привычки. Акции против табакокурения прошли в Бишкеке. Заря Мусаева побывала там. В мире Всемирный день без табака отмечают по-разному. В Бишкеке прошел флешмоб с участием молодежи. Курение давно не модный тренд, а здоровый образ жизни – то, к чему стремятся молодые парни и девушки. Курить сегодня – это отрицательный тренд. Молодежь, люди среднего поколения должны вести здоровый образ жизни, поскольку сегодня это очень модно. В основном сейчас начали курить молодые девушки. Продлит свою жизнь на несколько лет. Рожать. Курение наносит Я против табака. здоровью. И когда вижу сразу людей, которые курят, и сразу отношусь негативно, сразу отхожу от них подальше и так далее. То есть, можно сказать, курение вредит здоровью, твоим легким. Табак является причиной 44% случаев смерти от неинфекционных заболеваний. Речь идет почти о 18 миллионах жизней в год, говорят врачи. А если мы хотим увеличить продолжительность жизни наших людей, не только продолжительность, но и качество их жизни, чтобы в старости они были здоровыми, а не больными людьми в старости, мы должны бороться с табакокурением. Но не только путем информирования населения. Мы должны работать с окружающей средой. Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье, сообщают специалисты. При этом, если время, потраченное на табакокурение, уделить спорту и здоровому питанию, то можно продлить жизнь на десятки лет. Жители населения хотел бы сказать, что курить это вредно, занимайтесь спортом, спорт продлевает жизнь, настроение поднимает, и работа лучше будет, и жизнь более качественно будет идти. Более половины из 194 государств, членов ВОЗ, сократили спрос на табак. Однако в большинстве развивающихся странах показатели потребления табака по-прежнему высокие. Более 80% курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем дохода, сообщают в ВОЗе. Заря Мусаева, Асхар Уланулу, Общественный, Первый канал. Непрерывное исполнение пасаманас на протяжении 4 часов. В эти минуты на площади Алато около 150 манасчи со всей республики сказывают эпос манас. Масштабное мероприятие началось в 6 вечера и завершится в 22 часа. Сегодня также прозвучат фольклорные и народные песни в исполнении звезд эстрады и будет организован флешмоб. Культурное мероприятие организовано в рамках 60-летнего юбилея общественной телерадиовещательной корпорации и транслируется по телеканалу семейства КТРК «Маданият Тарыхтиль». Необычный подарок ко Дню защиты детей подарил благотворительный фонд Илимбарсынбе. Более 100 детей из малообеспеченных семей с ветерком прокатились на 3 необыкновенно красивых белоснежных лимузинах. Но на этом сюрпризы не закончились. Что еще ожидало детей, расскажет Сайкал Султанкулова. Какой мальчишка и девчонка не мечтает прокатиться с ветерком на современном роскошном лимузине? Дорогие кожаные сиденья, зеркальный потолок, неоновая подвеска, люкс и климат-контроль комфортабельного салона такого автомобиля, как лимузин, поистине впечатлил детей и сделал их поездку яркой и незабываемой. Прокатившись с ветерком, ребята приехали в мемориальный комплекс Атабиит. Организаторы благотворительного фонда Илимбарсынбе хотели, чтобы дети познакомились с историей своей родины. Мать 6 детей Алтынкуль Джумашева сопровождает своих 11-летних двойняшек Даниэля и Тариэля. Сыновьям она рассказывает, что здесь в 30-е годы были захоронены тела 137 кыргызстанцев, расстрелянных без суда и следствия во время сталинских репрессий. Почти весь цвет кыргызской интеллигенции. Специально для детей устраивали такие хорошие прогулку. Мы рады, потому что детям не только играть, а надо знать историю своих предков.
Время в экскурсионной прогулке дети провели интересно, а главное с пользой. Почтили память героев апрельской революции. Посетили музей Атабиит, где хранятся личные вещи и архивные материалы репрессированных. Раньше просто по телевизору видел много раз и заинтересовался очень этим, да, и вот решил приехать наконец. Вот, в первый раз в этой местности. Вот, эта история каждому человеку нужно знать. Биякта деген биздин ата-бабаларыбыздын кыргыз өзүнүн эл жери үчүн кармашкан күчтөрүн көрүп, мен музейлерге да барып көрүп келдим. Мен мындай майрамда көргөн эмес болчумун, эле мага жакты. Таза абасы, күн аба-ырайы сонун экен. Мага аябай жакты. После экскурсии детей ждало немало сюрпризов. Дети не бывают чужими, а мечты должны сбываться. На этом сюрпризы не заканчиваются. Сейчас на лимузинах мы повезем детей на обед. Будем кушать пиццу, мороженое и разные сладости. После поедем в кинотеатр смотреть мультфильм. А после обеда их ждет праздничный концерт с участием звезд кыргызской эстрады. Быть целый день с детьми мы не могли, хотя очень хотели, но знаем, что они чудесно провели время. Сайкал Султанкулова, Эсен Турабыкеев, Общественный первый канал. И к новостям спорта. В Чолпанате проходит республиканская спартакиада под девизом «Здоровая нация, развитое государство». В спортивном мероприятии по 7 видам спорта принимают участие не только мастера, но и юные победители сельских, районных и областных соревнований. Спартакиада посвящена году развития регионов. В состязаниях по таяк-тартышу принимают участие 56 спортсменов в 8 весовых категориях со всех концов республики. И на этом у нас все. Эти и другие новости доступны в мобильном приложении АЛАТО-24. Главные политические, экономические и культурные события, свежие новости, аналитика, интервью и не только. Все это вы можете смотреть онлайн через приложение в своем мобильном устройстве. Будьте в курсе самых важных событий в стране с мобильным приложением АЛАТО-24. Далее информация о погоде на завтра, а мы желаем вам всего доброго. До свидания.